Вот это могила Олега. Слышите спокойствие? Пение птиц. Тишина. У бездельника выходной сегодня. Выспался. Я сперва думал куропатка так, но потом кут-кут он сказал, лови, лови. Просто у меня эмоции такие, что вот попадание из севера. Да, Тулам, бездельник мой. Не глухарь, но синица в руках. Я, ребят, мужики уже все дошли. Сейчас попью чаек. Я разорался, блядь. Тормозок такой, яйцо взял. Ну что, полпути, в принципе, уже прошли. Сейчас буду идти в сторону избы. Путь будет укорачиваться. Здесь посвистел, вообще тишина. Вообще я не знаю. Огорчает меня вот это все. Надежда какая-то была на первой избе. Когда охотился, там много дичи было. Рябчиков. А тут что-то вообще. Хотя у реки-то рябина есть. Второй завтрак на природе. Просто мужики не сваливают домой. Некоторые уже поняли, что тут делать нечего. Но мы еще будем ходить искать. Смотрите, осколки деревьев. Вот вершинка. Тут вершинка. Вон то самое дерево. Это молния ударила в это лето. Ох, как сильно ударила. Вон, смотрите, пазы, трещина такая. А верхушка отлетела. Кругом вот щепки. Вон, осколки. Вот это да. Второй случай здесь. Когда я видел, так и один раз в сосну так ударило. Вот щелина, блин, где-то сантиметра 20. А это тоже. Трещины пошли на не полностью. Сучья помешали. Тут медведь живет. Все рябины гнутые. Две штуки их тут. Опять за сучья сидит.
И уже пошла гуля. Вот это могила Олега. А вон он, я его вижу. Блин. Неудобная позиция, конечно. Там две штуки их. Одна тут сидит. А, вон он. Короче, вот тут, оказывается, я там смотрел, а здесь, оказывается, он сидел и улетел. Все, промазал. 3 раза выстрелил, не попал. Счастливчики. Слышите спокойствие? Пение птиц. Тишина. Самое главное, сейчас красиво. Листва падает, и вон листья на елках. Очень красиво. Все еще желтое. Фотографию делаю, что возможно. В инстаграме можете посмотреть. В описании адрес есть. Ссылка-то есть моего инстаграма. В одноклассниках фотографии. В инстаграме. Благодать погода. Гуси сегодня не летели, вообще тишина. Вот так. Перед этими заморозками 3 дня они летели. Смотрите, как ковер. Видите? Надеюсь, видно все. Потом со временем, через полмесяца, это будет чернеть. Потом выпадет снег. А сейчас вот это самая красивая пора, золотая. Что я круглый год говорю в своих видео. Любимые месяцы: октябрь, осень. Потому что все красиво. По-своему все красиво. Весной все расцветает, там тоже красота, но вот все это моя любимая пора. Вот этот ковер, желтый ковер. Листва, которая висит на елках. Смотрите, как гирлянды. Надеюсь, видно. Не знаю, я могу или нет передать всю эту красоту на видео, но своими глазами, когда все это видишь и любуешься. В одиночку вот иду по такой тайге. Каждый пень, каждый еще какой-то вот валежник, голова медведя, мерещится, честное слово. Когда ты боишься этого зверя, вот ты идешь и думаешь, он там где-то стоит, на тебя смотрит. Один раз чуть раньше там шел, там пень высотой 2 метра, думаю, там стоит, он смотрит на меня. Блин, такое ощущение. Охотник не должен бояться, но вот рябчик взлетел, видите как? Тут прям над головой он сидел. Как охотник я не должен бояться ни зверя, ничего. Но как человек, это страх сидит у каждого человека. Он чего-то он все равно боится. Каждый человек чего-то боится. Кто-то медведя, кто-то другого человека, кто-то змея боится, тараканов, чего угодно. Но страх у каждого человека сидит.
И надо этот страх преодолевать, ходить через этот страх, вот, и все получится. Честное слово, не надо бояться тайги. Страшно ходить, но тут красиво, отдыхаешь. Действительно набираешь энергию на круглый год после этих походов. Надо еще дым, запах дыма у костра посидеть. Вот тогда уже воспоминания на целый год. Ну, примерно так. Немножко пофилософствовал или что там. Такая речка. Ширина, ну, от силы 3-6 метров, наверное, и вряд ли тут есть. Местами уже, местами шире. Вот. А нам надо идти дальше и дальше, вперед на избу. Я думал, дрыхнет там. Да ладно. А? Сейчас отпущу, пусть погуляет. Да. У бездельника выходной сегодня. Выспался. Вот так вот. Все, отпустил его. Ну что сказать, ребят. Не знаю, сколько времени там, если глянуть. А, рано еще. Без 25 час. 12:35. Вот. Короче, сходил, бродил. После 6 вот я вышел. И считай, почти 6 часов я шел. Добыл одного рябчика только. Все. Больше ничего. 3 раза промазал, когда вам снимал. И за кадром еще один момент был, где я тоже промазал. 4 раза я промазал. Ну, эти 4 раза выстрелил, 2 рябчика я мог добыть. Потому что в 2 местах я стрелял. Кроме этого, где-то штук 5 еще видел так. Взлеты были. И все, больше ничего не было. Одного косача еще. Тетерка была. В глуши тайги, там не возле вырубки где-то, а вот именно в тайге было. На земле он взлетел. Я сперва думал, куропатка так, но потом кут-кут он сказал, лови, лови. Вот. Сейчас я пару раз бахну в банку, потому что я засомневался, что-то я промазал. Интересно, может что-то с прицелом, может я сам накосячил, но сейчас бахну в банку из мелкашки. Вот так вот. И отдыхаю, и еще на пару часов я еще схожу. Силы есть, время есть, поброжу. Собака сейчас погуляет, и я обратно ее на цепь посажу, и без собаки я еще поброжу вдоль реки. Расстояние 50 метров. Глянем, что за... Непонятно, попало или нет. Сейчас посмотрю. Надеюсь, видно. Вон попадание чуть-чуть ниже. Не в середину, а ниже чуть-чуть. Сейчас еще контрольный выстрел сделаю.
Это факт, что попал. Не знаю только куда. Ну, куда хотел, туда и попал. Нормальный ход. Вот так вот. Две пули. Значит, ребят, это моя вина. Оружие не виновато. Вообще огонь и оружие. Пристрелян у меня на 100 метров. Это уже мой глаз должен определять расстояние. Дальнометр, если был бы от 100 и дальше, ну, точно определить. Но это на зимней охоте, скажем, на косача. А на ближнем расстоянии до 50 метров, до 100 метров хотя бы, вот, скажем, гуще тайги, надо примерно ориентировочно определить, на каком расстоянии сидит рябчик и куда уже прицеливаться. Ну, вот это нормальный, как сказать, нормальное попадание. Первый выстрел, второй выстрел. Если третий раз выстрелит, тоже куда-нибудь сюда попадет. Не буду стрелять. Настреляемся еще. Бахнул из пули, ребят. Вроде как попал. На 20 сантиметров ниже прицелился. Вот это да. Фух. Точно попал, ребят. Вот это разрыв. Целился примерно вот сюда. Даже меньше 20. Так что если целиться, он выше пойдет. Север всегда стреляет выше. Пипец. Я не ожидал. Редко. Вот это с пулей. Если второй раз выстрелю, могу и не попасть. Все, не буду я, как сказать. Ну вот новые пули взял. Вот такие. Вон она. СКМ Индустрия. Первый раз стреляю. Но всегда пули с собой, как бы ради безопасности. Я даже дроп с собой не беру, только пули и все. Вот такой патрон тоже тут пришито на 8 патронов. Фух, я очень рад. 50 метров, 20 сантиметров ниже, но 15 сантиметров ниже надо целиться. С открытого прицела стрелял. Даже оптику снял. Вот отсюда и бахнул. Вот. Вообще, я удивлен. Просто из севера редко, когда в банку попадаешь. Редко, очень редко. Это, наверное, за столько лет, наверное, 2 или 3 раза, наверное, только у меня было. Из мелкашки хорошо стреляют. Ствол хороший. Из дробовика, из дроби хорошо стреляют. Из пули выше всегда. На полметра бывает, ниже надо целиться. Но этот патрон, ну, другой раз как-нибудь еще стрельну. Как бы контрольный выстрел сделаю, чтобы знать. А так, на сегодня хватит, настрелялся достаточно. Просто у меня эмоции такие, что попадание из севера. Да, это ладно, бездельник мой. Бесполезно свистеть, ребят. Сейчас один выскочил, отлетел от меня. Метров 25, наверное. Короче, я пострелил, вроде попал в него. Или в нее, я не знаю. Кто он там? Вроде на этих соснах он был. Вообще не понял. Куда он упал-то? Намертво он упал. Уже для деревом перепутал. На сосне он сидел.
я не знаю. Так, короче, я ищу, пока выключаюсь. Что-то непонятное происходит. Пипец, сколько я кружил, ребят. Деревом перепутал или что? Вон он. Тоже самец. Хвост что-то оторвала она. Даже непонятно, куда он попал-то. Короче, вот. За сегодня вторая птица. Короче, перепутал деревом. Сперва вон там я искал, ходил. Кружился. Потом вон туда сходил. На обратном пути вот нашел, ребят. Ну вот. Ну не так далеко было. Наверное, 25 метров от силы. Даже 30, думаю, не было. С добычей нас. Старым. Вот такой. Не глухарь, но синица в руках. У нас сухая, хорошая погода. Как сказать, ружье не отсырело. Ничего, бывает дождливая погода вообще. Каждый раз приходится заносить в избу и обязательно чистить насухо, по-новому смазывать. А сейчас в такую погоду чистить каждый раз я чищу оружие, но смазывать не обязательно. Вот такой шомпол для нарезного. Это леска, примерно единица или 1,2 толщина. Разок прогнал и все. Тулан сегодня будет гулять всю ночь. Но я его на поводок не посажу на цепь. Потому что завтра у него также будет выходной. В основном. Завтра я, наверное, буду рыбачить. И его оставлю тоже у избы в будке. На рыбалку он будет мешать. Как и сегодня на охоте на рябчика. Вот. В принципе, день закончился. Сейчас уже вечер, не знаю сколько времени только. Затопил печку. И готовить даже я не стану. Сегодня у меня все есть. Каша есть, творог есть. Все есть. Закинул сетки. Может, щука попадет. Если попадет, будет уха. Так что будем варить завтра. Сегодня вчерашнее надо доедать. Охоту сегодняшнюю, что возможно, показал. Ничего такого и не было. Пару раз в рябчика стрелял и все. Вот так. И что еще добавить? До завтра. Завтра встретимся. Сейчас я уже разденусь. Подогрею еду. Просто буду отдыхать. Целый день тоже прошел. До этого его накормил. У него миска всегда есть еда. Пусть ест. Ладно, ребят, встретимся завтра. Сегодня в нашу копилку опять добавилось несколько рябчиков. Туда. Туда. Мой. Вот какой хитрый он. Сейчас подойдет. А если я ей скажу вот подойти к будке, такой скандал устроит. Завтра рыбалка. Послезавтра ищем глухаря. Слышь, бездельник?
Вот так вот. А сейчас будем отдыхать. Хватит на сегодня.